В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Без бумажных записей и тетрадей. Теперь главный инструмент складских работников Алроса – сканер. Как работает система. В Якутске открылся зоопарк экзотических животных. Подробности в этом выпуске. Впервые в истории республики в Хангаласском районе якутяне совершили полет на воздушном шаре через реку Лену. Начнем выпуск с данных оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Еще 68 человек в регионе заболели COVID-19. В Якутске 33 случая, в Мегино-Кангаласском районе 11, в Мирнинском 9, в Алданском, Булунском, Верхневилюйском районах по 4 новых случая. В Амгинском районе 2, в Алайховском 1. Все ближайшие контакты заболевших выявлены и изолированы. Правительство России одобрило трехлетний проект бюджета и макропрогноз. Так, в 2021 году увеличатся расходы на финансирование нацпроектов и мер, обозначенных в послании президента, примерно на 15%, отметил глава правительства Михаил Мишустин. Особый акцент сделан на мерах по снижению бедности. Предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Премьер добавил, что российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста к концу следующего года. В дальнейшем темпы ежегодного роста составят не менее 3%. Также правительство одобрило проект основных направлений таможенного тарифного регулирования на ближайшие 3 года. На складах предприятий Алроса установили новую автоматизированную систему. Сканеры нужны, чтобы считывать штрих-коды поступающего груза. Они теперь на каждой ячейке, поддоне и товаре. Работать становится проще и быстрее. Подробности в материале Олеси Васевой. Что мы делаем? Мы делаем приемку товаров. Приемка. Выбираем номер склада. Это 7-й склад. Выбрали номер склада. Выбираем из списка ожидаемое поступление. Вот оно наше, 1629. Без бумажных записей и тетрадей. Теперь главный инструмент складских работников – сканер. В Ленском отделении МТС все готово для работы в новой автоматизированной системе учета поступающего груза. Закуплено и смонтировано оборудование, разработаны целевые процессы, обучен персонал. Теперь в каждом складе налажен более технологичный процесс привычной складской работы. Фактически кладовщик, размещая тот или иной товар на той или иной полке, он имеет это в своей памяти, скажем, где-то в записях, но в автоматизированной системе учета такой топологии нет. И внедряя новую систему, мы понимаем, что это позволит иметь фактически цифровой склад, когда мы понимаем, где на какой полке у нас это лежит. И здесь уже ошибки человеческого фактора, они перестают иметь место быть, так как все это в системе у нас заведено. Для груза теперь предусмотрено адресное хранение. Каждая ячейка, поддон и товар имеет свой штрих-код. Скорость приемки и отправки груза возрастет. Выбрать не тот материал или в некорректном количестве невозможно. Достаточно поднести сканер к нужной коробке, как все сведения о товаре отображаются в программе. Для 5 товарных комплексов Ленского отделения это большой шаг вперед. Работа сотрудников складов становится проще. Остается освоить систему на практике, довести до идеала. Ленское отделение УМТС – это входные ворота компании в части учета движения материалов. Здесь производится оприходование и постановка к учету материалов в системе. И, естественно, от их качества работы зависит вся дальнейшая цепочка движения материалов. Ленский складской комплекс – лишь первая площадка. На очереди удачный мирный Накын Айхал. Автоматизированную систему внедрят на всех складах УМТС к лету следующего года. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые сохраняют и приумножают лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР. С праздником всех причастных поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что для республики лес всегда являлся не только важным природным ресурсом, но и неотъемлемой частью жизни и истории. Особую благодарность глава региона выразил тем, кто всегда
встает на защиту лесов от огня. С лесными пожарами в этом году боролись более 10 тысяч человек. Из них 6 тысяч – работники лесопожарных формирований и более 4 тысяч привлеченных бойцов. Айсан Николаев пожелал работникам лесного хозяйства крепкого здоровья, неиссякаемых сил, счастья и успехов в труде. В Республике Саха-Якутия отмечаем День работников лесного хозяйства. За 2020 год проведена очень серьезная работа по реализации направлений национального проекта «Экология. Сохранение лесов», по реализации указа главы Республики Саха-Якутия об экологическом благополучии. За этот год провели работу по укреплению материально-технической базы, а именно закупки и направления в работы лесничества, лесопожарной и лесопатрульной техники. Эта программа реализуется за счет федерального бюджета. Кроме того, мы на системной основе начали работу по восстановлению лесов. Кроме того, проводится работа по компенсационному лесовосстановлению. Вклад в сохранение лесов вносят и неравнодушные люди. Так, накануне около 200 человек приняли участие в акции «Мусору.нет». Организаторами выступили общественные экоактивисты, портал ekt.ru и движение «Раздельный сбор». В течение 2 недель они собирали информацию о самых загрязненных точках города и составляли специальную интерактивную карту. Всего от жителей столицы поступило более 150 локаций. Это площадки со строительным мусором, несанкционированные свалки, мусор после пикников и другое. Цель акции – показать обществу масштабы замусоривания природы. Участники акции убрали мусор в районе Намцирского и Вилюйского трактов и смотровой площадки ЕГРЭС-2. Решил, так сказать, занять себя, да и окружающих уборкой прилежащих территорий города от мусора. Очень плачевное состояние здешних мест, очень все загажено. Ну и своим действием, возможно, кого-то смогу побудить на уборку за собой, так скажем. Мы приехали сюда убрать территорию в воспитательных целях, чтобы детям показать, что нельзя мусорить и надо любить свою природу. А об акции как узнали? Где? Через друзей, через WhatsApp увидели объявление. Мы с друзьями приехали, тут у нас еще 2 семьи. У нас есть своя команда, мы там вместе собираемся, отдыхаем, и вот 3 семьи приехали. Посмотреть на экзотических животных теперь можно, не выезжая за пределы республики. В Якутске открылся мини-зоопарк. Сейчас там находится мой коллега Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи со студией. Дима, приветствую, ждем подробностей. Анастасия, здравствуй. Ну, действительно уникальное место здесь, можно сказать, в центре города открылось, на 202-м микрорайоне, ну, относительно центра, да, зоопарк, контактный зоопарк. Здесь сегодня представлено более 100 живности, начиная от парнокопытных, заканчивая насекомыми и пресмыкающими. Ну вот, например, здесь вы можете посмотреть косуху, это млекопитающее, которое обитает в территории Южной Америки. А далее здесь вы можете посмотреть на карликового барана, и потом уже в соседнем вольере находится карликовый козел. Как вы можете посмотреть, то, что животные соседствуют совсем с другими животными, то есть люди могут спокойно войти в вольер, потрогать их, посмотреть, сфотографироваться и так далее. Но вот в этом вольере сегодня обитает любимица зоопарка. Это макака Марфа. Вы можете посмотреть. Здесь могут люди спокойно покормить. Он любит, ну, то есть она любит кушать и фотографироваться на камеру. Также здесь вот именно вот этот вольер, тут можно заострить особое внимание, тут могут дети, малыши вместе со своими родителями, либо сами могут спокойно пройти и потрогать вот этих животных. Здесь обитают у нас хомячки, маленький поросенок, кролик, и крысы и так далее. Ну а далее по курсу здесь, вот где столпотворение, здесь уже находятся пресмыкающие, то есть лягушки, черепахи, игуаны здесь можно посмотреть, улитки, муравьи и так далее. Ну а более подробно вообще, как пережили пандемию эти животные, нам расскажет инструктор этого учреждения, организации
Здравствуйте, расскажите вообще, как вы сегодня вообще пережили пандемию, из какого времени вы начали работать? Получается, мы начали работать с августа месяца. Пандемия началась где-то в апреле месяце. Мы в марте открылись и начали, вот, получается, закрылись где-то в апреле месяце. Полгода были просто закрыты. В итоге у нас предстоял такой огромный шанс открыться в августе именно, когда вот пандемия утихла и так более-менее. Но питомцев мы как кормили очень, каждый день кормили, приходили сюда, кормили. Что еще сказать? Сейчас... А на сегодня вообще посетителей много или нет? Да, много людей приходят по выходным, по будням так, более-менее средне. А животные, они прошли все через ветеринарный контроль и так далее, да, получается? Вообще все животные, без исключения. Поэтому их можно спокойно трогать? Да, можно их трогать, мы за ними сами ухаживаем, каждый день убираемся здесь, и кормим вообще каждый день, утром и вечером. Хорошо, спасибо. Ну, я хочу отметить, что несмотря на пандемию, которая сегодня вообще свирепствует на территории страны, в том числе и региона, здесь созданы все условия для того, чтобы люди безопасно находились в этом помещении. Здесь, как сообщили организаторы данного предприятия, здесь можно оплатить бесконтактным платежом, также можно приобрести дезинфицирующие средства и перчатки. На этом у меня все. Анастасия. Дима, большое спасибо за экскурсию. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. А школьница из Уфы Аделия Ахмедгалиева держит дома террариум с 500 животными. Началось все с того, что 6 лет назад она принесла домой улитку. А уже через какое-то время Аделия захотела обзавестись экзотическими животными. 2 года назад у нее в комнате поселилась первая змея маисовый полос, а следом пауки, скорпионы, тараканы и ящерицы. Первые полгода отец школьницы Рустем Ахмедгалиев не знал о том, что у него в доме живет змея. Обнаружил полоза случайно, когда заглянул в один из контейнеров в ее комнате. Дочка не рассказывала ему также о пауках и скорпионах. Однако теперь вся семья приветствует увлечение Аделии. 11-классница превратила свое хобби в бизнес. Некоторые виды она разводит на продажу. В этом учебном году девочка заканчивает школу. Любимое дело оставлять она не планирует и мечтает стать ветеринаром. Когда сверчков нет. Есть у меня змеи, пауки, скорпионы, улитки, тараканы и ящерицы разных видов. В количестве достаточно сложно сказать, но около 500 особей. Первое время там сбегали тараканы, было немножко не очень-то приятно. Вот, мышки тоже было, дело сбегали. Собака нам помогала, немножко ловила некоторых животных, этих насекомых. Вот, но потом привык. Я, в принципе, разделяю занятия своей дочки, потому что я очень люблю. В Хангаласском районе Якутянии совершили полет на воздушном шаре через реку Лену. В истории республики еще никому не удавалось перелететь реку на подобном судне. Аэростат принадлежит молодым предпринимателям из Якутска Степану Перевознюку и Евгению Афанасенко. На прошлой неделе воздушный шар поднялся над долиной Эркени и пролетел над селом Улах-Ан. Видео его приземления распространилось в социальных сетях республики и вызвало бурю обсуждений о якобы аварийной посадке. В этот раз был выбран рискованный, но и более живописный вариант – бассейн реки Лены. Аэростат взмыл в небо возле поселка Верхний Вестях с местности Леглигер. Судно пилотировал опытный воздухоплаватель родом из Екатеринбурга Илья Вертипрахов. Во время полета смелые молодые люди вышли в прямой эфир со своей официальной страницы в Инстаграм. Пообщались с подписчиками и, конечно же, показали вид на реку Лена с высоты птичьего полета. Товарищ командир, как проходит полет? Все отлично, все шикарно, просто супер. Где мы сейчас пролетаем? Где-то рядом с рекой Лена. Где-то в Якутске. В средней части реки Лены. Смотрите, паром подходит. 206 метров. Высота 206 метров. Идем поближе к речке. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.